Как и прежде, несмотря на ранний час, Муртаза Губайдулович на работе. Чтение свежих газет, планирование дел и встреч. В кабинете много книг, большинство только из печати. История, художественная литература, энциклопедии. Почти все книги вышли в свет благодаря его помощи. Откуда начинается родина книга тоже? Да. Разговор был недолгим, но обсудили многое. Муртаза Губайдулович вспомнил, как впервые приехал в Уфу поступать в нефтяной техникум. Его первые годы в столице прошли в Черниковке. В 1952 году я приехал, нефтяной институт техникум поступать так. Тогда на одном месте было 12 человек. Много было сказано об Уфе, о том, как строилась столица, о проблемах и достижениях. Но больше говорили о республике, о происходящем и о будущем. Рассказал Муртаза Губайдулович и о встрече с Радием Хабировым. Он знает, он неплохой администратор был, у нас работал. Он организатор прекрасный. Он уже 2 года школу прошел Красногорской. Он порядок наведет. Ему надо помогать и поддерживать его. На встрече поднимался вопрос и о строительстве новой мечети в Уфе. По такой системе, по которой предлагают духовное управление, не пойдет. Надо, чтобы УКС занимался этим делом. Мы будем финансировать. Но на этой теме я разговаривал с Радием Фаридовичем. Он соберет, я думаю, что начнем строить. Говорили и об архитектурных памятниках, и о культуре. Муртаза Губайдулович внимательно следит за развитием столицы. И, как и все горожане, сейчас ждет избрания нового сити-менеджера. Хозяйственник должен быть. Ездить должен каждый день, объехать всю Уфу. Общественный транспорт должен развиваться. У нас сегодня общественного транспорта почти нет. Первый президент республики уверен, что успеха можно добиться только созидательной работой на благо всех жителей Башкортостана. Город и республика едине должна быть. Алия Тагирова, Эдуард Якушев. Столичные новости.